Сколько я его знаю, он очень уравновешенный, мудрый, широкой души человек. И хотел бы подчеркнуть, он совершенно не злопамятный. В своих решениях смелый и наступательный. Требовательный себе и также очень требовательный своим подчиненным. Вот, по сути дела, Штров, Борисов, Николаев – это продолжение его кадра получается. Очень начитанный. Я даже удивлялся, когда он успевал все это познать, читать. Информативный. Всегда бывает в курсе событий в мире, в курсе событий в России и, само собой, в курсе событий республики. Он очень харизматичный руководитель. Сложное для республики время нашел общий язык Борисом Николаевичем Ельциным. Все знают, Борис Николаевич Ельцин очень харизматичный человек, не со всеми ладит, а Михаил Ильич с ним нашел общий язык. Поэтому Борис Николаевич Ельцин неоднократно приезжал в Якутию, даже он был в Анабаре. По приглашению Михаила Ефимовича Николаева здесь неоднократно республикой бывали министр здравоохранения России того времени Шевченко, он известный кардиохирург, принимал участие в проведении операции на сердце. Также всемирно известный кардиохирург Бакерий был, тоже принимал здесь участие в операции. По его приглашению здесь был лауреат Нобелевской премии Алферов, журналист Алферов. Я все время в этих встречах рядом сидел Николаевым. Они все очень уважительно относились к Михаилу Ефимовичу Николаеву. Николаев с Алферовым они открыли Малую академию республики Саха-Якутия. Также приезжал в республике ректор МГУ, всем известный нам Садовничий. С ним он вел теплый разговор, я тоже был свидетелем. Михаил Ефимович любящий семьянин. Он очень тепло относится и любит своих внуков. Он любит детей. Очень любит детей. Первым в России основал День матери. Первым в России основал День отца. Установил республиканское пособие матерям в связи с рождением первого ребенка, второго ребенка. Российская Федерация с большим опозданием. Они вот такие пособия делали. В общем, в целом, я бы примерно сказал, мы где-то в некоторых направлениях опережали Россию лет на 20. Михаил Ефимович реформатор Новой Якутии, имя которого будет стоять рядом Амосовым, Аюнским, Бараховым. Я думаю, настало время присвоить его имя нашему национальному медицинскому центру. Он достоин звания Героя России.